Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем вызов вашего мужчины и узнаем, что он вас любит, а что его раздражает вас. Прям попросим его честно-честно рассказать о своих чувствах, о своих эмоциях, ну и, конечно же, о своих претензиях, если они, конечно же, есть. Если тема интересна, настраивайтесь, представьте своего мужчину, назовите по имени. Если есть фото, посмотрите, пожалуйста. Попросите мысленно либо вслух вашего мужчину рассказать честно-честно, как на духу, что нравится и что не нравится. Я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы рука. Ух ты! Ничего себе, вот это поворот. Так, девчонки, смотрите, рог изобилия. Вы видите, вот такой четкий, конкретный рог изобилия. Как он к вам относится? Да вы его жизненный ресурс. Без вас он никто, и звать его никак. Без вас и жизнь не мила, да и вообще грустно без вас. Утрирую, конечно, но это серьезный знак. В принципе, знак того, что вы женщина всей его жизни, вы красной нитью ему через всю судьбу проходите, и это не пустые слова. Даже если отношения ваши, туда-сюда так себе, это ни о чем еще не говорит. Вот, чтобы вы понимали, вот его отношение, прямое его отношение, даже не его сознание, а скорее его души. Женщина моей жизни, женщина для жизни, женщина равно моя жизнь. Вот так вот, мои хорошие. Это человек, он действительно понимает, где-то сопротивляется, но в принципе понимает, что вы идеал, все. С другой он просто не сможет. А если сможет, то качество этих отношений, оно будет просто ужасное. Вот, так что вы для него изобильная, вы для него ресурс самый важный и самый ценный. Вот в дне сегодня и сейчас он это остро понимает. Возможно, вот видите, над этим рогом коса. Может быть, у вас недавно были какие-то с ним терочки, разборочки, что-то где-то не заладилось. Кто-то из вас смотрит на мужчину, который находится где-то далеко от вас. Но, тем не менее, девчонки, вот изобильная вы для него. Если угроза есть вашим отношениям, то вот сегодня, может быть, вчера вечером мужчина решил, что я буду бороться, я не позволю, чтобы наши отношения канули в лету. Я буду за них бороться. То есть такое даже решение он мог принять. Так, мои хорошие, давайте по основным моментам пройдемся. Что ему у вас не нравится? Ему не нравится то, что вы уж слишком самостоятельная, независимая, такая гордая, непокоренная, умная, девочки, умная. Вот у кого-то прям отыграется, мужчина его же подкидывает, когда вы что-то говорите. Либо когда вы ему накануне что-то сказали, он пошел, ошибся, а вы ему потом: а я же тебе говорила, а я же тебя предупреждала. А его бедного аж там внутри, понимаете, на части рвет. И признать не может. И в то же время, да, дурак не послушался. Вот. Тут знаете, какая претензия? Ему бы хотелось, чтобы вы как-то более обтекаемо ему, например, намекали. Либо позволяли каким-то хитрым образом свои мысли транспортировать в его голову. То есть
Не так, что вот я тебе говорю, делай то, 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 и будет такой результат. А чтобы вы его к этому подводили, что типа, ой, смотри, ты умный, ты сам догадался, да? Вот ему бы так хотелось. А вы уж как-то прям ему матку прям правду в лицо, да, промеж глаз. Вот дурачина простофиля, надо было делать, как я сказала. Вроде как, знаете, да, молодец, она умная, она меня предупреждала, а с другой стороны, ну как, обидела меня, обидела. Ну да. Простофиля, ну да, дурачина, ну я это знаю, но мне обидно, ну не надо так со мной. Помягче, помягче. Тут прям такое желание, чтобы вы к нему помягче относились. Дальше, мои хорошие, по поводу вашей независимости. Ну, здесь прям отыграется история, вот с кем-то связана очень конкретно, когда девушка там, на первых этапах отношений, может быть, даже первые этапы брака, девушка очень любила, прям всецело, да, отдавалась мужчине, собой не занималась, там свои интересы по боку пустила. Вот. И прям такая вся была, ну, как на вторых ролях, понимаете? Вот мужчина на первом месте, на пьедестале, а женщина на вторых ролях. Вот. Ему понравилось, очень понравилось такое отношение. Понравилось вами командовать, какое-то, знаете, даже управление от него шло. То есть он вас там направлял, он говорил, ой, нет, а мне это не нравится. Вы говорили, ой, конечно, милый, как скажешь. Не нравится, никогда больше этого делать не буду и прочее, прочее. Прошел какой-то определенный этап в ваших отношениях, вы в этом мужчинке немножечко так поразочаровались, кое-что про него поняли, вот, и сказали, все, дорогой, с меня хватит. Я буду жить так, как я хочу, буду принимать те решения, которые для меня особо, там, например, выгодны и актуальны. Вот, как бы ты есть хорошо, у тебя нет, ну, в принципе, да и ладно, не так уж и плохо. Вот, и мужчине это не нравится. Ему хочется, чтобы вы полностью от него зависели. Возможно, у вас хорошая работа, карьера, может быть, вы развиваетесь, бизнес свой организовали. Вот, а он чувствует себя сейчас как сбоку припеку. Ему бы, конечно, хотелось быть хозяином-повелителем, но не вырос из него еще хозяин и повелитель, вот, а вы под его дудку плясать не хотите. Вот, он как бы вам вину ставит. Ну что ты такая непокорная, ну что ты такая независимая. Вот такое есть. Так, еще здесь идет коммуникация. Коммуникация, тут вы и рот у вас открыт. Ему кажется, что вы очень много времени тратите на пустые разговоры. И неважно, чего это касается. Говорите ли вы с мамой, говорите ли вы там с ребенком, с соседкой, с подружкой, с коллегой. В принципе, да, вот с кем-то говорите. Не с ним, а вот с кем-то. Ему кажется, что вы слишком много времени тратите на разговоры. Не нравится ему это дело. Здесь он скорее скучает. Да, ему бы хотелось, чтобы вы не то чтобы говорили, да, а чтобы вы скорее больше слушали и слушали только лишь его. Вот это для него бы идеально было. У кого-то мужчина кривится, когда вы общаетесь, допустим, да, пример, с подругой вы общаетесь по телефону, он там сидит, кривится, потом может высказать, либо там набурчать что-то. У других девчонок прям уже там лютует по поводу того, что вы с кем-то там общаетесь, еще и встречаетесь. Не нравится, вот это не нравится. Ему, вы знаете, как идеальная картинка, вы дома, без телефона, без интернета, без телевизора, без близких родственников, знакомых. Вот, сидите вот целыми днями, там его обслуживаете, его ждете, слова лишнего не говорите, только его слушаете. Ну и, конечно же, подчиняетесь. Вот это было бы идеально. Так, и еще момент, вот тоже у кого-то отыграется, мужчине кажется, что вы слишком доверчивая. Очень доверчивая, кажется, что вами практически вот все, кто знает вас хорошо, плохо, родственник, неважно кто, что вами пользуются. Вы какая-то безотказная, вы готовы там любого спасать, выручать, бежать, скакать, лишь бы помочь. Может быть, это ваше призвание, может быть, вы волонтер, а может быть, в принципе, да, очень хороший, отзывчивый, милосердный человек. Но вот ему это не нравится, не нравится. Но опять же, здесь стопроцентная ревность. Ему бы хотелось, чтобы вы именно на него тратили все свои жизненные ресурсы, все свое внимание, все свои чувства и эмоции, там, работу и прочее, да, вот чтоб ему, вот только мне.
Смотрите, я поняла про этого человечка, который к нам пришел. У него вот какое-то одно кредо, да, вырисовывается. Я хочу ее украсть у всего мира, чтобы это была моя прелесть и принадлежала только мне. Ну, такое желание. Эгоист страшный, вот прям страшнейший. Клейма где ставить, какой-то он эгоистичный, самовлюбленный тип у вас. Да. Такого вы себе выбрали. У кого-то маскируется, и, знаете, маскируется какими-то нравоучениями, да, какие-то примеры приводят. Вот, типа, не-не-не, ты не подумай, я не эгоист, но вот правильно было бы, вот если бы ты, да, делала то, да, и меня слушала, и во всем мне там подчинялась, и чтобы вообще ни с кем нигде не общалась, вот сидела дома. Желательно бы еще себе такой хомутик на шею повесила, да, там привязь тебе еще там отдельно надо сделать, да, чтобы никуда не сбежала, не забежала. Вот это не нравится. Так, ну еще один мужчинка тут такой у нас показался. Но я так понимаю, что с этим мужчинкой, в принципе, нет особых проблем. Но он либо жадноватый на деньги, либо он мало зарабатывает. Да? Там тут претензия на ваши запросы. Вот. Либо вы зарабатываете сами на себя тратите, а ему это не нравится. Ему бы хотелось, чтобы вы, например, больше тратили там, ну, не знаю, на него, ну не на него, да, но на семью, да. Вот это не нравится. Либо не нравится, что вы там лишнего у него просите. Либо не нравится, что вы не понимаете ситуацию, что типа у меня сейчас денег нет, я не жадный, но денег у меня нет, и заработать я сейчас их не могу, поэтому зачем тебе там какая-то сумочка, либо маникюр, либо там, не знаю, к стилисту сходить. Вот зачем тебе? Заплела косу, да, там родниковой водой умылась, да и так хорошо. Ну, тут такое, знаете, это я не могу сказать претензия, не могу сказать, что не нравится, ну, как пожелание, да, пожелание, чтобы вы входили в его положение, либо меньше там у него просили, требовали, либо меньше тратили того, что вы зарабатываете. Ну, как-то, ну, это, я считаю, что это несерьезно, это глупо, и настоящий мужчина, да, в принципе, он даже не то, что претензию думать об этом не должен. Он должен обеспечивать свою женщину. Если женщина сама себя обеспечивает, сиди себе там потихонечку, да, в углу и радуйся, что с тебя не спрашивают. Вот, а тут, ну вот, как высказался. Это вот какой-то один зашел, вот такой прям, знаете, дотошный тип. Он, кстати, очень скучный тип. И очень такой, знаете, закрытый, вот эгоцентрист какой-то. У него сейчас в жизни действительно не лучшая пора. В принципе, да, это его где-то оправдывает, но не на 100%. Вот, чтобы вы понимали. Хорошо, с плохим закончили. Пойдем на хорошее. Ну, в хорошем тут у меня, смотрите, какие райские птички полетели. Здесь у меня прекрасные образы фигуристой женщины. Кстати, тут женщина, которая готовит, вышла. Девочки, ну тут стандартный набор. Да, стандартный набор. Восхищаются вашими формами, и неважно, каких у вас размеров эти формы. У кого-то, извините, нолик, и мужчина просто балдеет от этого. У кого-то какой-нибудь там XXXL, и мужчина просто этому безумно рад. Здесь вот именно на любителя. Вот коса на камень нашла. Вот то, что мужчина искал, то он вас и нашел. Нашел, обрадовался, обалдел, теперь наслаждается. То есть претензий к вашей фигуре нет. Есть претензия к упаковке вашей фигуре. Вот у кого-то, например, мужчина может, с одной стороны, восхищаться тем, как вы выглядите в той или иной кофточке, либо в том или ином платье, юбочке, шортиках, да, джинсиках. А у кого-то вот он восхищается, да, и тут же думает: боже, это ж не только я восхищаюсь, это ж не только у меня там в трусишках жарко становится. Вот здесь вот как на грани, но больше, конечно, нравится, как это все выглядит. Дальше, мои хорошие, вот кого-то мужчина просто балдеет от того, что вы делаете. Ну, тут больше похоже на готовку, что-то вы готовите, может быть, у вас есть какая-то короночка, может быть, это и не еда в целом, да, может быть, вы какие-то там супер коктейли мешаете, да, либо какую-то выпечку делаете, либо, ну, я не знаю, вот в чем-то профессионал прям, вот он вас так чтит за это, он так вами хвастается. То есть, смотрите, женщина стоит, что-то готовит, а мужчина вот всему миру говорит: вот смотрите, какое чудо. Вот ни у кого из вас такой женщины нет, это моя женщина, вот для меня она старается, для меня она готовит. Тут просто обалдеет мужчина, постоянно о вас говорит, и прям, да, с таким, знаете, прям и восторгом, и любовью.
и нежностью, и похвалой, вот прям как-то вот миксует это все дело. Очень ему нравится. И, девочки, сразу хочу сказать, если вдруг по каким-то причинам вы не всегда успеваете готовить, либо не всегда откликаетесь на его просьбы по той или иной там еде, блюдам, мужчина переживает. Переживает, ему кажется, что нет, она мне не приготовила мою вкусняшку, значит, она меня либо разлюбила, либо на меня за что-то обиделась. То есть почему-то у него такое мнение сложилось. Но, тем не менее, он, конечно, в восторге. Прям удовольствие море. Дальше, мои хорошие, у кого-то очень серьезная, стабильная работа. Вот из девочек, которые зашли. Либо девочка очень серьезно стоит на ногах. Ну, девочка, женщина. Меня, кстати, всегда умиляет в комментариях, когда женщины обижаются, что их называют девочкой. Говорят, какая же я девочка, мне там 40 лет. Ну и что, мне тоже 40 лет. А я себя считаю девочкой, потому что все мы девочки и мальчики, если брать в целом. Так, отвлеклась, извините. Смотрите. Кто-то из вас действительно вот прям карьеру построил, либо вот всего, чего хотела, добилась, получила. Мужчина восхищается, честно восхищается, и он у вас учится. Вот учится, может быть, вести бизнес, может быть, общаться с людьми, либо какие-то у вас жизненные взгляды, да, какие-то ваши вот тезисы он себе берет. Вот очень нравится. Знаете, как комбо, да, и умная, и красивая, и успешная, и готовит замечательно, и фигура что надо, да, вот прям сам собой, когда наедине остается, он очень часто об этом думает и прям говорит, ну, счастливчик, ой, я счастливчик, ой, мне повезло, что такую женщину мне дали. Да, даже, знаете, мысленно благодарит высшие силы. У кого мужчина атеист, все равно благодарит. Либо там атеист тоже благодарит. Просто как бы считаю, что не случайно, но по большому фарту. По большому фарту вот вы с ним встретились. Ну, что я хочу сказать. Вы загадали мужчину, который вас любит. В принципе, тут, ну, стандартно, да, вот стандартно чем восхищается. Вами восхищается, тем, какая вы есть. Даже не тем, какая вы есть, а тем, что вы есть в его жизни, что ему, такому обычному смертному, так в жизни повезло, да, улыбнулась такая удача, что он встретил именно вас. Он вас ни на кого не променяет. И пусть не всегда ваши отношения там сладкие, идеальные и ровные, но тем не менее, вот у мужчины четкая уверенность, что вы должны быть вместе. Вот видите, как вот она пара, счастливая пара. Мужчина, женщина друг друга держат за руки. И здесь вот смотрите, даже мужчина нам четко показал, вот что бы между нами не было, как бы между нами не было, ты все равно лучшая, да, лучшая половиночка в нашей паре. То есть он вам изначально отдает, ну, превосходство. То есть мужчина не ставит себя на передок и не говорит, а я, все на мне. Нет, он может это вам сказать в ссоре, но по сути, по чесноку, скажем так, да, считает, что вы все-таки лучшая. И вместе с вами он тоже становится лучше. У этого мужчины серьезные планы на вас, на ваше будущее. Если есть проблемы, да, вот эта коса над вашим рогом изобилия, то он будет этим заниматься, он будет решать. Тут уже, смотрите, птичка скоро прилетит, какая-то весточка от него прилетит, какое-то сообщение, звоночек поступит. А может, и сам у вас на пороге окажется, придет, удочку закинет на примирение. Если вы ему зеленый свет дадите, то обязательно помирится. Так и произойдет. И знаете, еще мужчина, да, у кого-то прям решил, что все, если кто-то вам мешал, если какая-то ревность была, либо какие-то сомнения, может быть, у вас, то есть тут у вас такой образ змеи, да, прополз, тень бросил на ваши отношения. Он говорит, нет, все, буду с этим бороться, буду вот этих всех змей выкашивать, чтобы наши отношения выстояли и на века просто, на века, даже не на года, на века были. Но тут мужчина так серьезно настроен и очень решителен в вашу сторону. Кстати, вот кого-то могу обрадовать, тут мужчина либо брак готовит, либо, если вы уже в браке, может быть, он хотел бы с вами повенчаться, да, хотелось бы как-то укрепить ваш союз. Вот, кстати, может быть, разговор в ближайшем, скажем так, будущем. Очень хочется вот прям навсегда, чтобы
никакая беда, да, никакие там рассорки в ваши отношения не входили. Хотя он сам противный. Но я вижу, и вы такая, палец в рот не клади, честно. Вы до поры терпели, может быть, там прощали, принимали, а теперь бы действительно, ну как, не простите, не обижайтесь, да, ну как поумнела женщина. Говорит, ну а чего? От чего я себя задвигаю? Вот. И знаете, вот когда это произошло, я вам серьезно говорю, он вас еще больше зауважал. Еще больше, прям тогда думает, я в ней не ошибся. С этой женщиной мне по пути, с ней не пропаду, и с ней я буду счастливым. Вот так вот он и думает. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.